Песни на одном из самых сложных языков мира в этот день зазвучали по-новому. Причем смысл, заложенный в них полвека назад, остался неизменным. Этот концерт смог вобрать в себя лучшие абазинские песни о главном – родине, народе и, конечно, любви. Этот проект ждали давно. Меньше чем за полгода были отобраны и записаны самые любимые песни народа. Причем обработка и аранжировка превратила, казалось бы, забытые композиции в современные хиты. Каждой песне надо было индивидуально подходить. Каждая песня немножко отличалась от другой. То есть у нас специальный такой расчет был, чтобы разноплановые песни были. Да? То есть у нас и национальные песни есть, и эстрадные песни, и роковые песни. То есть так, чтобы побольше публики захватить. Сегодня абазинский язык переживает новый этап в своем развитии. Молодежь все больше интересуется национальной культурой, и незабываемый народный фольклор – еще один повод не просто услышать, но и полюбить абазинские песни. Как и для любой певицы, мне важно петь на родном языке, тем самым мы прививаем культуру нашего народа молодежи, чтобы они слушали народную музыку, интересовались культурой, интересовались языком. Я даже если буду находиться на другом краю земли, я приеду и на своем родном языке спою, потому что я патриот своего народа, своего языка. Отсутствие свободных мест – лучшая оценка концерта. Новое выступление сопровождали бурные овации. Оно и понятно, народ, привыкший к российской и зарубежной эстраде, соскучился за родными музыкальными мотивами. Песня – это очень важная деталь в развитии самого народа. И старые песни, для молодежи, если взять, это же не интересно для молодежи, верно? А вот именно перефразировка, обработка – это очень-очень интересует молодежь. Я бы не посмотрела, если честно, не послушала бы эти песни, но именно эта обработка меня просто зацепила, скажу вот так. Каждое поколение это где-то 25 лет, оно по-своему воспринимает мир, по-своему воспринимает в том числе и песни. Это очень большое дело, это получается связь времен, связь поколений. Несмотря на то, что и ведущие исполнители говорили только на абазинском языке, в зале были представители самых разных национальностей. Музыка – вот что объединяло в этот день всех зрителей. Песня окрыляет, помогает жить. Поэтому мы вместе пришли послушать эти старые, знакомые, любимые нам песни. Музыка, она интернациональная. Музыка понятна всем без слов. Не нужен ни переводчик, никто. Это воспринимается душой. В скором будущем все хиты, прозвучавшие на концерте, будут записаны на диски и распространены. Абазинские песни зазвучат в каждой семье, чтобы традиции и язык малочисленного народа передавались из поколения в поколение. Екатерина Иванова, Артур Жужуев, Архыз 24.